Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Мадридский «Реал» на выезде сыграл в ничью с Валенсией в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Результат встречи 1-1. В составе Валенсии гол забил Карлос Солер на 78-й минуте игры. У «Реала» на 5-й минуте, добавленной ко второму тайму, отличился Карим Бензема. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 16 матчах, уступая лидирующей «Барселоне» по дополнительным показателям. Валенсия идет 8-й, имея в активе 27 очков после 17 встреч. «Реал» 22 декабря дома примет «Атлетик» из Бальбао, а Валенсия в следующем туре 21 декабря проведет встречу в гостях с Вальядолидом. В Токио состоялась официальная церемония открытия одного из главных стадионов, где будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Подробности расскажет Артем Сторонов. Премьер-министр Японии Синдзо Абе в воскресенье принял участие в официальной церемонии открытия национального стадиона в Токио, который станет одной из главных площадок Олимпийских игр 2020 года. Из-за того, что дизайн арены несколько раз менялся, строительство началось лишь в декабре 2016-го. Из-за задержки стадион не смог принять матчи чемпионата мира по регби, прошедшего в октябре. Поскольку этот национальный стадион станет символом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, неудивительно, что в процессе его строительства возникало много трудностей. Дизайн менялся по ходу дела, и лишь благодаря личному вкладу и тяжелой работе всех спортивных ассоциаций страны сегодня мы, наконец, можем отпраздновать его открытие. Стадион стоимостью почти $1,5 миллиарда рассчитан на 68 тысяч человек. Первым спортивным событием, которое он примет, станет финал Кубка императора Японии по футболу прямо в день Нового года. Воскресная церемония прошла в присутствии лишь нескольких десятков чиновников, а праздничное открытие для широкой публики состоится 21 декабря. Олимпийские игры 2020 года будут проходить с 24 июля по 9 августа. А тем временем на стадионе Международного детского центра «Артек» появилась живая надпись и российский флаг площадью 4950 квадратных метров. Акция в поддержку российских спортсменов «В единстве сила» прошла в Республике Крым. Напомню, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА единогласно принял рекомендацию Комитета организации лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россия на 4 года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Спортсмены страны не могут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира. Устюгов пробежал дистанцию за 34 минуты 18,3 секунды, уступив на 19 секунд норвежцу Симену Хекстагу Крюгеру. Третьим стал швейцарец Дарио Колонья. В первую десятку пробились еще два россиянина – Денис Спецов и Александр Большунов, занявшие 6-е и 7-е места. Московский ЦСКА на домашней площадке выиграл у Астаны из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 104-91. Самым результативным игроком встречи стал игрок Астаны Малкольм Хиль, набравший 28 баллов. У ЦСКА больше всего очков набрал Майкл Джеймс – 23 очка в активе. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 8 побед при 3 поражениях. Астана располагается на 11-й строчке в активе команды, 3 победы и 6 поражений. ЦСКА в следующем матче турнира на выезде сыграет с эстонским Кавалио 22 декабря. В тот же день Астана на выезде встретится с польским клубом «Зелена Гора». В Якутске стали известны имена лучших спортсменов Якутии 2019 года. С успешным завершением спортивного года лауреатов поздравил заместитель главы Якутска Павел Кириллин. Лучшие спортсмены были распределены по нескольким категориям – в олимпийских и паралимпийских видах спорта среди взрослых и учащихся. Лауреаты среди взрослых спортсменов – Диана Адаська, Аял Макаров, Назар Андреев, Сергей Константинов и другие. Лауреатами среди учащихся стали Карина Ефимова,
Ефимова, спортивная дисциплина по дзюдо, Алина Готовцева, Ян Константинов, Виолетта Махарова, Дарья Смирнова, Дарья Скрябыкина, спортивная гимнастика. Лауреаты среди спортсменов-паралимпийцев: Владимир Балынец, пауэрлифтинг, Евдокия Катыргина, пулевая стрельба, Сергей Николаев, вольная борьба. Среди учащихся это Тимофей Стручков, вольная греко-римская борьба, Светлана Воронянская, пауэрлифтинг, и Владислав Шишков, бодибилдинг, пауэрлифтинг. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия 24.